Это единственный источник дохода для нас. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как власть для своих нужд отбирает последнее у таджиков. Назревает новый бунт. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних событий. Продавцы и предприниматели рынка Султани Кабир говорят, что информацию о сносе рынка прочитали в СМИ, но пока руководство рынка им ничего не объяснило. Они ждут. На рынке Султани Кабир, как в любой будний день, многолюдно, но сегодня продавцы заняты не только покупателями. Они обсуждают между собой новость о сносе базара. Предлагают друг другу варианты, как поступить. Большинство опечалены, что рынок снесут, а некоторым абсолютно все равно. من 90 سانتیمتر دور میکنم 90 سانتیمتر در 90 سانتیمتر 12 نفر امسو میخرم. Собхедин уже почти 4 года работает на рынке. Новость о сносе его шокировала, потому что этот рынок является единственным источником дохода его семьи. Новость о сносе для меня была неожиданной, так как единственный доход нашей семьи – это торговая точка на этом рынке. Не только я, но и более 1000 предпринимателей, торгуя здесь, обеспечивают свои семьи. Пока руководство рынка нас официально не уведомило о сносе, поэтому сидим и надеемся, что этого не произойдет, говорит он. Ибрахим продает на Султани Кабир разную мелочь для дома. Клиентов у него немного, потому ему все равно, где он будет работать дальше. Новость о сносе рынка я принял без какой-либо паники. Наша судьба в руках Бога, и он решает, что будет в дальнейшем. Если рынок снесут, то поеду на другой рынок и там продолжу работать. Не надо строить из-за этого ажиотаж и бить тревогу, говорит Ибрахим. Как вы относитесь к такой новости? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. سال 2011 با صاحبکار مشغولم شکرانه خدا همه زندگیمون رو تو زیر برده سیم یگام کمبودی نشیده. Еще один предприниматель по имени Исматула говорит, что, прочитав новость, был подавлен, так как на новом месте ему понадобится минимум год для адаптации. Бывают случаи, когда в другом месте предприниматели не могут адаптироваться из-за отсутствия клиентов, банкротятся и закрывают свои торговые точки. С этими мыслями я не мог спать всю ночь, потому что этот рынок – это единственный источник дохода для моей семьи. Пока неизвестно, куда нас переведут и где мы продолжим свою деятельность, сокрушается Исматула. Также он затронул тему о том, что в социальных сетях и СМИ сообщают о давлении на предпринимателей со стороны руководства рынка Султани Кабир. Иногда появляются сообщения, что на рынке притесняют предпринимателей. Я уже несколько лет здесь занимаюсь торговлей, но пока меня не трогали. Мои слова могут подтвердить и другие торговцы, говорит Исматула. Махмад Юсуф говорит, что не испугался вести о сносе рынка, потому что слухи об этом ходят уже 10 лет. Я работаю здесь почти 10 лет, и начиная с первого года работы слышу слухи, что рынок снесут. Но проходит время, ничего не случается. Так и жили год за годом. Я надеюсь, что эта новость окажется слухом, и рынок дальше будет стоять здесь и будет источником дохода для большинства семей столицы, отметил Махмад Юсуф. Он рассказал, что в последнее время доходы торговцев сильно снизились. Посмотрите на цены. Раньше литр бензина стоил 6 самани, а сейчас 12. Автомобильное масло было 50 самани, а сейчас продаем в 2 раза дороже. Естественно, наши продажи упали на 50-60%. А что будет, если нас переведут на другой рынок? Как это скажется? Мы не знаем, заключил Махмад Юсуф. 24 ноября столичная мэрия сообщила, что с марта 2022 года перестанут функционировать крупнейшие строительные рынки Душанбе – Султани Кабир, Асиё и Мадат. Куда переведут торговцев, а это более 1700 человек, пока неизвестно. На месте рынков будут построены медицинский городок, оздоровительные центры с зеленой зоной общественного пользования. А как вы думаете, власть правильно делает, что сносит рынок и строит что-то новое? Или это очередной способ отмыть деньги? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.